В Аяшеро обратились жители многоэтажного дома по улице Эшба, 189 в Сухуме. По их словам, открывшийся много лет назад на первом этаже их дома МРТ-центр доставляет массу неудобств, среди которых постоянный шум как основного оборудования, так и всяких охлаждающих приборов. Мы приехали на место, и жители рассказали нам, что МРТ-центр появился здесь более 10 лет назад. Хотя изначально договаривались о том, что МРТ-центр здесь открывается лишь на 3 года. И тогда мало кто из жителей, подписавших согласие на открытие данного частного медицинского центра в их доме, осознавал, насколько опасна эта затея и чем она в итоге для них обернется. Уже жительница этого дома. Я против медицинского центра под названием МРТ и так далее, и КТ. Все это вредно, все это отражается на нас. Я пожилой человек, я еще хочу долго прожить. На самом деле, как говорила предыдущая женщина, люди арендуют. Пожалуйста, по-хорошему, уйдите, уже все сроки аренды закончились. И вы причем находитесь вместо 3 лет, здесь уже больше 8 лет. Наверное, достаточно. Вам нужно отдельно стоящее здание, никак не в жилом помещении. Здесь полный дом детей. Мы можем сами, даже от государства не требуем, сами сделаем эту детскую площадку, лавочки, какие-то цветочки посадим. Так все помещение у нас забрали. Это справедливо? Нет. Давайте по-хорошему как-нибудь этот вопрос решим. Если нет, я лично пойду выше. Все попытки поговорить с руководством МРТ-центра, по словам жителей, заканчиваются лишь скандалом. А ведь в начале этой затеи жителям, среди которых много пожилых людей и детей, обещали привести в порядок придомовую территорию, обустроить максимально удобно для них, построить игровую площадку. И даже, как говорят жители, бесплатно проводить для них обследование. За 10 лет ничего из обещанного сделано не было. Бесполезно с ними о чем-то говорить. Неоднократно было им предложены те или иные варианты, но бесполезно это все было. У нас нет детской площадки, это тоже еще одна проблема, по которой мы вот это вот все затеяли. То есть у нас дом расположен как такой на трассе. У нас в принципе двора своего впереди дома никакого нет. Единственный вот этот маленький участочек у нас сзади дома, который занял МРТ. Теперь насчет, как оно было занято. Нас собрали соседей, условно говоря, лет 8 назад, может даже больше, от 8-10 лет назад. И сказали, что будет здесь МРТ расположено, если мы не против, то на 3 года. Кто-то был против, кто-то был не против. Сейчас никого осуждать, уже время тоже прошло. Да, смысла нет никакого. Просто, так как мы уже хотим сделать там детскую площадку, потому что дом стал наполняться жителями, и так же, как и машины стало негде ставить, так и же детям негде стало играться. Вот, то есть хотя бы этот кусок вернуть себе просто. 3 года прошло уже 3 раза. Но они не хотят отсюда уходить. Вместо сквера с беседкой, в котором были столы и лавочки, и где могли отдыхать жители со своими детьми, теперь профнастил с колючей проволокой. Оборудование шумит днем и ночью, а во время отключения электроэнергии к этому шуму подключается еще и звук генератора. В таком режиме люди живут 24/7, уже более 10 лет. Они все уничтожили. То есть на месте вот этого оборудования раньше была беседка? Да, у нас там лавочка была, столик был. То есть соседи могли выйти, посидеть, пообщаться и так далее? А сейчас негде, вот мне лично, негде даже выйти на улицу, посидеть. Угу. Там мы молодежь тогда были. У нас сколько здесь было, человек 17 моего возраста, девочки, мальчики, выходили
Ребята на гитаре играли, девчонки мы песни пели. Весело было. Ну, а сейчас шумно. Даже вот когда мои внуки сюда уже приехали, этот сын мой, Коля, царство небесное, в этой беседке он им качели сделал. Дети катались, там это все. А сейчас... Свет выключают, значит, врубается генератор, постоянно гудит, окна трясут, знаешь. В какой-то момент даже он сильно гудел. На самом деле тут на оборудование, наверное, у них очень сильно гудело. Даже просто элементарно, ладно, уже сейчас на шумы мы закроем глаза. Элементарно, посмотрите, окно открываешь, куда где виды, ни дворик, ничего, открываешь прям в забор. Но пытались что-то сделать? Да что-то говорили, по факту, вот про звук говорили, что-то вроде они сделали, но сами слышите, вот гудит. Сейчас момент, может, где-то что-то заткнулось, а по факту целый день гудит. Ночью включишь, ночью, точнее, когда уже потише, дорога, не слышно дороги, ты начинаешь слышать всю ночь, там спальня, не спальня, все. Вот, зафиксировали, врубился, и вот такой звук. Представьте, сейчас вы слышите это со звуком дороги, то есть, слышите, а ночью как? А ночью без дороги. Я уверен, со второго этажа, если смотреть, то же самое будет по факту. Вот второй, третий градус. Мы обратились в Минздрав Абхазии за комментарием. В пресс-службе ведомства нам сообщили, что ООО «СП МРТ Абхазия» с 2013 года обладает правом на осуществление частной медицинской деятельности, в том числе по направлению рентгенология, в соответствии с лицензией, выданной Минздравом. Данная лицензия была переоформлена в текущем 2025 году в связи с увеличением перечня осуществляемых медицинских услуг. Что касается радиационного фона, то в Минздраве пояснили, что в материалах лицензионного дела ООО «СП МРТ Абхазия» имеется протокол проведения радиоэкологической экспертизы, выданной государственным учреждением Абхазский государственный центр экологического мониторинга от 23 января текущего 2025 года. Согласно документу, радиационный фон в холле МРТ-центра, на улице, снаружи помещения, в комнате оператора МРТ во время исследования соответствует естественному радиационному фону на открытой местности, наблюдаемого на территории Абхазии, и не превышает норм радиационной безопасности. А еще в материалах есть заключение санэпидемстанции администрации города Сухум от 4 апреля прошлого года о том, что медицинский центр МРТ Абхазии отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к лечебно-профилактическим учреждениям, осуществляющим консультативную и диагностическую помощь. Подобные заключения, по информации Минздрава, столичный СЭС выдает МРТ-центру ежегодно. И что важно, аналогичные заключения вышеуказанные госучреждения давали и в 2013 году во время открытия МРТ-центра. Расположенная в нашем доме вот эта МРТ-центр мешает нам жить. Ну, это, может быть, как-то высокопарно сейчас звучит, но начиная с шумов, которые мы слышим круглосуточно, особенно в зимний период веерных отключений. Вот, например, с 12 до 2 ночи выключали нам свет. Мы должны до 2 ночи ждать, пока заглохнет этот гул или станет тише просто, и потом начинать спать. У нас дети, которые должны идти в школу, мы сами должны идти на работу. Пожилые люди, которые там по графику принимают лекарства, там как-то просыпаются, засыпают. В общем, это было все в такой безалаберной куче, мы на стрессе. У нас обнаружились разные заболевания. Есть подозрение, пока мы этого не доказывали, но у нас есть подозрение, что негативно на наше здоровье влияет. Прежде всего на ментальное здоровье, оттуда уже на физическое пошло. Потому что хронические недосыпания, к чему приводят, все знают, очевидно. Жители дома ссылаются на распространенные во всем мире правила о том, что размещение МРТ-аппаратуры в жилых домах запрещено.
А в России даже не допускается размещение отделения МРТ в жилых зданиях и во встроенно пристроенных к ним помещениях. Не просто так ведь существует такой запрет, говорят жители. И это связано с тем, что МРТ-сканеры генерируют сильные магнитные поля, которые могут представлять опасность для здоровья. Мы не врачи и не эксперты, но даже мы знаем, что МРТ-аппараты требуют специальных условий для размещения, защиты от помех и обеспечения безопасности для персонала и пациентов. А мы живем в постоянном режиме, в прямом контакте со всем этим оборудованием, говорят они. Что касается вот, подвал тоже вот, у нас утопает постоянно. Мы сейчас опять собираем деньги на то, чтобы выкачивать воду за свой счет. Нам никто не помогает. Более того, еще и нас обвиняют в том, что у нас текут трубы. Хотя мы за свой счет их ремонтировали, за свой счет все выкачивали. И почему я подчеркиваю подвал, это другая проблема, как бы не касающаяся МРТ, но нет касающаяся, потому что их труба тоже выводит сюда свою канализацию. И когда у нас переполняется наш подвал, запах, я извиняюсь, буду говорить как есть, не только как фекалий исходит оттуда запах, но и каких-то химических веществ. То есть, может, какие-то реактивы, может, что-то, может, это и наша основная проблема, но, тем не менее, это тоже как-то надо решать. Жители дома направили письма в ряд государственных учреждений, от которых ждут ответ. А Яшера, в свою очередь, связалась с государственными организациями, которые проводили экспертизы и давали заключение МРТ-центру. Ждем их ответа и по мере поступления информации продолжим освещать данную тему. По-моему, мы не должны искать причин, чтобы вернуть свою территорию. Да? Ну, дали вам попользоваться. Почему мы должны доказывать, что здесь радиация, или что нам негде ставить машины, или еще какие-то причины, ту же канализацию? Почему мы должны доказывать? Вот арендатор дает в аренду квартиру, допустим, точку, магазин, он дает на какое-то время, все, он потом хочет обратно там жить или там как-то существовать. То есть он имеет право свою собственность забрать обратно. Мы же платим налог на эту землю, правильно? Значит, мы имеем право там что-то свое организовать. Тем более, что, повторяю, у нас нет двора, мы стоим, наш дом стоит фактически на трассе. Нашим детям только там место.